В шовинистическом, грязном, мерзком, антиингушском паблике Скифаланов 15 был размещен пост, нацеленный на очернение и дискредитацию ингушского народа путем распространения клеветы и искажения фактов. А именно разберем публикацию, где админ этой информационной помойки выдвигает ложный тезис об этимологии осетинского обозначения ингушей махалон, якобы это означает с осетинского языка как «мой данник» или «моя дань», что на деле является откровенной фальсификацией и дезинформацией, не имеющей как лингвистического, так и исторического подтверждения. Известный осетинский ученый-лингвист Васа Абаев приводил достоверную версию этимологии обозначения ингушей на осетинский язык в своем труде под названием «Историко-этимологический словарь» осетинского языка, изданном Академией наук СССР в 1973 году. На странице 94 этой книги можно выяснить подлинную версию происхождения осетинского названия ингушей махалон, где сам Абаев указывал, что этот термин исходит исключительно от хищной птицы – коршуна, ведь слово «коршун» имеет идентичный перевод на осетинский язык. В книге под названием «Опыт объяснения кавказских географических названий», выпущенной в 1909 году, на странице 99 прослеживается аналогичное заключение. Макал с осетинского языка означает «коршун», так осетины называют ингушей. Осетинское название реки Армхе – Макалдон, с осетинского языка означает «макал», «коршун» и «дон» – «река», то есть река Коршунов или же река ингушей. Как мы уже выяснили, слово «коршун» и слово «ингуши» имеет идентичный перевод на осетинский язык, а именно «махал», и отнюдь не имеет никакого отношения к словосочетанию «мой дань» или «мой данник», как любят ошибочно интерпретировать некоторые провокаторы и злопыхатели. Это была первая часть разоблачения. В следующей части мы обратимся к подлинным архивным первоисточникам с целью попытаться ответить на вопрос, где зафиксирована достоверная информация касаемо того, представители какого народа, кому и когда платили дань.